Бразилия, Бело-Оризонте. Сегодня здесь почти аншлаг ровно ради одного человека. Нет. Работу именно на уровне сборных. Лионель Скалони и Эдуардо Берицо, два аргентинских специалиста. На правом фланге главный тренер Лионель Скалони, который тоже... Номер 6 Мигель Альмирон, номер 23, Дерлис Гонсалес, номер 10 и 9 номер Федерико. Как они там добрались до четверть финала. Лео Месси протащил мяч, как обычно, через несколько... По итогам матча с Колумбией все отмечали то, как пусто было в середине поля у аргентинцев и турнире, но на Кубке Америки, как мы видим, он капитанит вот с такой довольно статусной сборной, как Парагвай. Депа. Федора Чалова. Но сейчас нужно по-чаловски сыграть и замкнуть мяч, но... В позапрошлом розыгрыше Лиги Европы. Но для сборной Парагвая здесь немножко другой набор. Что может, в принципе, и с правой ноги очень здорово пробить. Но тут он выдал не идеальную передачу. Даже две согласны. Подача. Опять во фланг. И здесь Лаутаро Мартинес постарался. Лаутаро Мартинес, 22 номер. В долгого, например, Каско с мячом. Я вовсе не его имел в виду, но так уж получилось, что именно 14 номер завладел. Во многих из них вы в курсе. Ну а сейчас Парагвай впервые, чуть ли не впервые по ходу этой встречи позиционирует. И арбитр подзывает рак простаты, и он даже операцию перенес и сумел вернуться к активной деятельности тренерской. Они проиграли. Аргентина атакует, пас в штрафную площадь. Это красиво, но пока не опасно. Месси поднимает ногу слишком высоко. Футболист Айнтрахта Марк Рус. Да. И они даже футболками обменялись. Так что всем им... В атаке мы видели только сборную Аргентины, а вот команда Парагвая лишь попыталась. И там получилось. Очень сложная задача была. Он пришел в команду довольно поздно. И вроде бы начал строить. Паредес не так плохо, как могло показаться, сыграл в первом матче против Колумбии. Сейчас по-прежнему команда часто пытается... Длинный пас вперед. Так и есть. Ускоряется Мартинес, но рядом всегда есть. Здесь Де Пауль и Тальяфико. Сейчас Де Пауль. Месси полез в оба. И вот проход Месси. Как красиво он сыграл, убрав соперника. Смотрите, просто лишним движением. Единоборство. И здесь неплохо цепляется за мяч Сантандер, но вот передачу... Пока нет ощущения, что слабо работает арбитр. Внимание! Наконец-то проникновение в штрафную. Но те матчи, которые видел, мне не сложилось впечатление, что сборная Аргентины прям зависела от Марадоны. Там было несколько супер-топ матчей, которые он выдал, как и любой другой великий игрок, на большом турнире. Но в остальном Буручага, Руджери, я не знаю, упоминание. Давай посмотрим за штрафным. Месси подает. Нет, внимательные защитники. Сантандер. Нужно какое-то нестандартное движение. Вот Отamendi классную передачу на самом-то деле сделал между линиями. Но тут правило нарушил, если и мог забить, то головой, на удивление. Но тоже как бы иллюстрация беспомощности. Внимание! Вот это интересно. Да, при новом тренере склеиваются вот эти линии. Подача. Но это Месси сохранил мяч для команды. Хорошая комбинация может получиться. Здесь Месси не хватило длины ноги. И проиграл, потому что Катар реально имел моменты и по ходу матча, и в самой концовке. Дело довести до... Офсайд может быть, но нужно доиграть эпизод до конца. И только потом его определить. Контратака Парагвая. Удар поворотом, и мяч летит мимо, угловой будет. Вот это да. А вот это уже Дерлис Гонсалес с подправленной бровью. А делает он подачу в центр штрафной. Момент. Вот стандартный положение парагвайцев — это то, что может стать проблемой парагвайцев. Но вот он вновь сказал. Месси. А вот это нарушение правил. И внимание! Внимание! Возможно, самый... Мяча под удар с левой ноги. Внимание! Кто-то стоит на колени, обратите внимание. Удар! Желание, массу энергии. Энергии у него достаточно просто потому, что не всегда он был в этом сезоне. Есть, это раз. А во-вторых, арбитры, может быть, предыдущего поколения так не считали. Вот приходится вместо него здесь отрабатывать. Сразу двоим полузащитникам. Сильный прострел, удар поворотом и гол! Гол! Забивает Парагвай! Фантастика! Альмирон, достав этот мяч откуда-то из преисподней, из-за щита рекламного, еле-еле удержав его в поле, выдает голевой пас. Вот это да! Вот Каска не оказалась на своем месте. Отрабатывали непрофильные футболисты и пустили... Мы с тобой Кубок Америки, чемпионат Бразилии, когда показывали. В общем... Полную катушку завестись, да? Это не то, как с Колумбией было.
Что если они просто не могут? Что если это просто... В середине поля. Месси здесь откопали аргентинцы. Ну, точнее, сам он уже идет, ищет эти свободы. Ближе к центру его обработал бы, да, аккуратнее. То мог бы и на ударную позицию выйти. Но, тем не менее, Парагвай довольно быстро мяч возвращает себе. Пробраться. Слишком тонкая передача для матча против Парагвая. Но здесь Месси выручает. И пас в середину напрашивался. Своеобразный контроль. Ради контроля. Здесь нет нарушения правил. Аргентинцы атакуют. Месси собрал двоих. Шальном-то. Головой кому играть? Сейчас выясним. Стандарт. Подача. Ну, каким вряд ли может чем-то гордиться. Подача. Внимание, здесь Отamendi. Когда вы недавно спросили про чемпионат Мексики, он просто завис на полминуты. На одну гласную. Плохо себя показал в минувшем сезоне. Еще один заброс. Мне кажется, Паредес вообще не бросил в этом году. Да, вот Оскар Кардоса предпочел бы забыть, а вернее забить тот пенальти, который отбил Керр. Наконец-то свистит окончание первого тайма. 1-0. Парагвай выигрывает первый тайм. И Каска Переоделся и очень грустно шел на скамейку запасных. Ты знаешь, Ром, нахожу... Это тройка нападающих. Давайте проследим за этой атакой аргентинской команды. И потом перейдем к парагвайцам. На дальнюю штангу. Удар поворотом. Мяч падает в защитника как раз сборной Парагвая. И отскакивает. Так что, если что, они могли бы создать очень неплохую пару перестраховщиков. Заброс мяча вперед и удар от ворот. Выполнен трое, и потом только четверка или пятерка защитников. Вот пробраться через этот чистокол практически невозможно. И посмотрите, как легко проходит вперед Рохас, тот, который играет на фланге. Передача, а вот тут уже... Может быть, даже за чемпионство билось бы. Внимание, Ло Чельсо. Вот так забрасывает мяч в штрафную. И здесь... Момент и перекладина. Лаутаро Мартинес. Шанс еще один. И выручает команду Фернандес. Это Месси. Бил с руки. Внимание. Такое ощущение, что готов к выносу вердикта Пинту. Так, внимание. И арбитр кивает. Что это значит? Тафого. По прозвищу Гатито. Котик. Ну-ка. Месси 1-1. И чуть было лапами своими когтями не дотягивается до этого мяча. Фернандес Гатито. Ну а Месси пробивает слишком сильно для того, чтобы до этого мяча дотянуться или взять его. 1-1. Ну что ж. Настроение получают в следующие минуты после забитого Месси пенальти. Здесь нарушение правил, конечно же. Мешала она бразильцам, аргентинцам помогает. Мягкая подача от Паредеса. Нарушение правил. Внимание. Очередной перехват. И опять Лео Месси с мячом. Агуэро оставляет в одно касание этот... Наконец-то можно выяснить хотя бы, кто играет неплохо. Хороший по штрафную площадь. Внимание. Это вот пенальти! Да! Отamendi. Грубо, необоснованно, не своевременно. Вперед Гонсалес уверенно этот мяч выхватил для того, чтобы вот так исполнить пенальти. Он не забивает. Армани! А вы говорите, плохие в Аргентине вратари. Есть те, которые действуют вот так. Даже в не самом лучшем своем матче. Внимательно смотрел, чтобы не было офсайда. Лео Месси. И вот такое забегание. Получилась подача и удар выше ворот Лаутаро Мартинеса. Он пробил выше. Чельси остается. Эдуардо Бериса дает ему указания. А вот Лаутаро Мартинес поле покидает. Он с условием, что рядом будет находиться представитель Барселоны, который контролировал бы Лионеля. 3 часа дня. Путают фамилии и имена игроков. Агуэро. Не очень в Китае. Выйдет на поле. Это игрок, бывший игрок Серра Портеньо. Времен Кубка Либертадорес. Именно Агуэро цепляется на правый фланг. Передача здесь. Проход, который завершится. Но тоже старался. И помогал. Кстати, в том числе в собственной штрафной. Целится, как будто бы сейчас собирается сделать длинную передачу. Так и есть. Победа в верховом единоборстве высшего на замену Оскара. И болельщики. Ну вот условный Гонсало Игуаин сейчас бы пригодился сборной Аргентины. Нападающий вот такого формата, который, конечно... Как показала практика, аргентинцы атакуют правым флангом. Мяч остается в поле. Передача, а вот удар не получился. Испугался упустить мяч за лицевую. Де Пауль и выкатил на Месси, который пробил, как выяснилось, довольно простое дело. И как на Кубке Америки 2011 года, не победив ни в... Там 170 с лишним мячей за 300 матчей. Ну и за сборную ведь он тоже забил в... Ну, они наверняка держат мысль, что впереди Катар. Я думаю, что в перерыве они об этом как раз и думали.
Снова загружают на Пиреса, но здесь уже и Каско, который ставит спину и... Нет, Тальяфико, прошу прощения, и выбивает...